Достар салем! В этом уроке мы с вами рассмотрим такую тему, как мы скажем на казахском как будто, подобный, похожий, кажется. Они образуются по-разному, поэтому посмотрите урок до конца. Также хочу сказать, поддержите мой канал подпиской, лайком, комментарием. Это очень важно для меня, для продвижения канала и чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Хочу сделать небольшую рекламу. Я выпустила сборник слов и словосочетаний казахского языка для начинающих, для тех, кто начал изучать казахский язык. Если вы хотите приобрести, можете написать на WhatsApp по номеру 7 707 508 98 35. Стоимость сборника 2800 тенге, с доставкой по Казахстану 4000 тенге. Первые суффиксы – это дай, дей, тай, тей, выражает значение как. Например, если мы хотим сказать холодный как лед, муздай суок. Дай нам дает значение как. Муздай суок. Теплый как весна. Көктемдей жылы. Твердый как камень. Тастай қатты. Мягкий как шелк. Жібектей жұмсақ. Также суффиксы дай, дей может присоединяться после притяжательных окончаний. Например, как мой ребенок. Менің баламдай. Менің баламдай. Менің балам, мой ребенок. Дай нам дает значение как. Оның қарындасындай. Как его младшая сестра. Здесь обратите внимание, оның қарындасы. Притяжательное окончание третьего лица. После него добавляется ындай, індей. Оның қарындасындай, как его младшая сестра. Как его младший брат, оның інісіндей. Оның інісіндей. Как наш дом, біздің үйіміздей. Біздің үйіміздей. Достар, теперь небольшая практика для вас. Вместо точек нужно поставить суффиксы дай, дей, тай, тей. Например, платье белое, как снег, қар, аппақ көйлек, нежный, как цветок, гүл, нәзік. Можете остановить видео, подумать. Платье белое, как снег, қардай аппақ көйлек, қардай аппақ көйлек, нежный, как цветок, гүлдей нәзік, гүлдей нәзік. Он мне как родственник. Ол маған туыс. Черный, как твои глаза. Сенің көзің қара. Он мне как родственник. Ол маған туыстай. Ол маған туыстай. Черный, как твои глаза. Сенің көзіңдей қара. Сенің көзіңдей қара. Сенің көзің, твои глаза. В притяжательной форме стоит, да? Тонкая, как нить. Жіп, жіңішке. Комната чистая, как зеркало. Айна, таза бөлме. Тонкая, как нить. Жіптей, жіңішке. Жіптей, жіңішке. Комната чистая, как зеркало. Айнадай таза бөлме. Айнадай таза бөлме. Острый, как нож. Пышақ, өткір. Как взрослый парень. Үлкен жігіт. Острый, как нож. Пышақтай өткір. Пышақтай өткір. Как взрослый парень, үлкен жігіттей. Үлкен жігіттей. Достар, следующая форма – это, как мы скажем на казахском, как будто или будто. Для этого к корню глагола добавляется суффиксы ған, ген, қан, кен, потом идет суффикс дай, дей, потом глагол болу. Но глагол болу может меняться, все зависит от контекста. Первый пример
Он как будто что-то сказал мне, но я ничего не услышала. На казахском будет ол маған бірдеме, бірдеме это что-то, да? Айтқандай болды. Айтқандай болды, как будто сказал. Айт корень, қан, суффикс қан добавляем, потом дай и болды. Бірақ мен ештеме естімедім, но я ничего не услышала или не услышал. Следующий пример. Он сделал вид, будто не заметил меня. На казахском будет ол мені көрмегендей болды. Көрмегендей болды, сделал вид, будто не заметил. Корень слова көр, к нему добавляем суффикс ме, который нам дает отрицание. Потом идет ген суффикс, потом дей суффикс и болды. Көрмегендей болды, сделал вид, все это входит в вот это предложение, вот эту конструкцию. Көрмегендей болды, сделал вид, будто не заметил. Следующий пример. Мне показалось, как будто кто-то позвал меня. Или же как будто кто-то меня позвал. На казахском будет мені біреу шақырғандай болды. Мені біреу шақырғандай болды. Біреу это кто-то. Шақыр, звать, да, приглашать корень слова. К нему добавляем ган, потом дай снова и болды. Шақырғандай болды. Это все переводится показалось, будто позвал. Как будто позвал. Я в гостях делала вид, как будто ела, но я ничего не ела. На казахском будет мен қонақта тамақ ішкендей болдым, бірақ мен ештеме жемедім. Тамақ ішкендей болдым, делала вид, как будто ела. Тамақ ішу – это кушать, есть, да, состоит из двух слов, да, тамақ ішу. Іш корень, кен, потом идет суффикс, потом дей и болдым. Тамақ ішкендей болдым, делала вид, как будто ела. Следующий пример. Он прошел мимо, будто не слышал вас. На казахском будет ол сізді естімегендей өтіп кетті. Корень слова есту, слышать. Ме – это отрицание, ген, потом идет суффикс, потом суффикс дей, потом өтіп кету. Обратите внимание, здесь не глагол болу, а өтіп кету. Сложный глагол, основной глагол өту, проходить, кет – это уходить. Кет выполняет функцию вспомогательного глагола в этом предложении. Значит, өтіп кетті, прошел мимо. Естімегендей өтіп кетті, прошел мимо, будто не слышал. Следующие слова это секілді, тәрізді, сияқты. Переводятся они как, подобный, похожий, кажется. Например, ол мақпал сияқты. Она как мақпал. Или она похожа на мақпал. В этом случае, обратите внимание, мақпал это существительное. Когда после существительного идет слово сияқты, переводится оно как или похоже. А следующий пример. Біреу келген сияқты. Біреу келген сияқты. Кажется, кто-то пришел. Перед словом сияқты стоит глагол келген. Значит, когда оно идет с глаголом, оно больше переводится как кажется. Бүгін көктем секілді жылы. Бүгін көктем секілді жылы. Сегодня тепло, как весной. Здесь тоже обратите внимание, көктем это существительное, секілді и как будет, да, как весной. Олар кеше жұмыс істеген секілді. Олар кеше жұмыс істеген секілді. Кажется, вчера не работали. Жұмыс істеген это глагол, да, и после него стоит секілді. Здесь переводится как кажется. Сенің дауысың анаңның дауысы тәрізді. Сенің дауысың анаңның дауысы тәрізді. Твой голос похож на голос мамы.
Слово «даус» это переводится «голос». Значит, мы видим, что перед словом «тәрізді» стоит слово «даус», и переводится оно как «похож». Следующий пример. Айжан шашын қиған тәрізді. Айжан шашын қиған тәрізді. Кажется, Айжан постригла волосы. Перед словом тәрізді стоит қиған, қию, глагол, да? Поэтому переводится как «кажется». Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Если мои уроки полезны для вас, можете поддержать мой канал донатами. В описании оставлю координаты. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.